أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Как мы все знаем, что Аллах Субхану ва Тааля, всегда обращаясь к нам, говорит, что во многих аятах Корана говорит, что «Валлаху мутимма нураху ва лау карихаль кафирун». То есть Аллах доведет свой божественный свет до всех сердец, до всех уголков сердец своих рабов, как бы ни воспротивились, как бы ни сопротивлялись те, которые не веруют в Аллаха, и те, которые поклоняются ва лау карихаль мушрикин, то есть и те, которые поклоняются, кроме Аллаха, каким-то еще божествам, которые предают ширк. Нур Аллаха, то есть его божественный свет, это прежде всего Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И то, что его слова, то есть слова аяты Корана, и в то же время нур, божественный нур, свет Аллаха, это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И каждое слово Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, это как божественный свет, как лампа, как прожектор, который освещает нам дорогу. И то, что мы читаем из Корана, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, объясняет и проживает своей жизнью. Когда Аллах Субхану ва Тааля создал и изначально создал перо, калям, и сказал: «Пиши». «Что же мне писать?» — воскликнул калям. «Пиши моим именем», — говорит Аллах Субхану ва Тааля. И первое то, что написал калям, перо, божественное перо, это слово «бисмиллях», то есть именем Аллаха. И в это же мы видим, что Коран начинается со слова «бисмиллахи р-рахмани р-рахим», то есть именем Аллаха Всемилостивого и Всемилосердного. Самое первое слово, которое Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что Аллах приказал, после того, как создал перо, калям, приказал ему написать. Первое слово – это «бисмиллях». И Коран, который не спасался Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, для всех нас, через Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже начинается со слов «бисмиллахи р-рахмани р-рахим». Первое. И второе – «Альхамдулиллахи раббил аламин», то есть и восхваление Аллаха. Что же по этому поводу говорит сам Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Мы, обращаясь к его хадисам, к его высказываниям, которые собраны величайшими мухаддисами, величайшими учеными, которые дошли до нашей эпохи, дошли до нас. И сегодня мы читаем, предлагаем вам такую книгу «Канзуль Гирфан» Мухаммад Асгат аль-Ирбили, величайший ученый своего века, который родился в 19 веке, в конце 19 века и умер в 30-х годах 20 века. Не умер, а был казнен, был репрессирован в свое время, величайший ученый. И он создал такую книгу, то есть собрал хадисы по адабу, ахляк, гибадат, и объединил их в одно название «Канзуль Гирфан» – кладезь для понимающих, для достигших высших уровней понимания. Гариф, Гирфан. И назвал это, собрал туда 1001 хадисов. И первое то, что предлагает нам, он предлагает слова Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который вторит то, что мы видим в Коране, и то, что Аллах Субхану ва Тааля говорит нам «Бисмиллахи р-рахмани р-рахим». И первый хадис «Бисмиллахи р-рахмани р-рахим мифтаху кулли китабин». То есть «Бисмиллахи р-рахмани р-рахим» – ключ всех божественных книг. Все те, которые были до Корана. То есть мы знаем, что 104 книг, 100 из них свитков, и 4 объединены в виде книг в нашем понимании. Хотя все они считаются книгами, но одни свитки, другие книги. 100 свитков и 4 книги. Все начинаются со слов «Бисмиллахи р-рахмани р-рахим», говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.
Некоторые могут поспорить, что сегодня мы видим какие-то другие книги, то есть других конфессий, где нету такого слова «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим». Мы их признаем божественными книгами из-за того, что Аллах Субхану в Коране говорит, что не спаслали вам свитки, 100 свитков. И в то же время мы не спаслали Таурат Мусе, Забур Дауду, и в то же Евангелие и Иисусу, и Аиса, алейхиссалям, и Коран Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. И мы признаем все книги божественными, что из-за того, что Аллах Субхану в Коране говорит, что мы не спаслали Мусе Таурат, Дауду Забур, Аиса, алейхиссаляму, Инджиль, Евангелие, и Мухаммаду, саллаллаху, все это объединив в одну единую целую книгу, ниспослан как Коран. И все книги начинаются со слов «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим». Если мы не видим в сегодняшних книгах «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим», то мы знаем, что это божественные книги, но в то же время говорим, что все книги уже, все 100 свитков и все остальные 3 книги объединились в единую книгу Коран. «Иннаху зикрун ва Куранун мубин». Это та книга, которую Аллах Субхану не спаслал, божественная книга через своего любимца, как божественный свет. И Аллах Субхану говорит, что это поминание Аллаха и величайшая книга. «Аль-яума радиту алейкум динан исламан». То есть я довольствуюсь сегодня религией, которому вы подчиняетесь, и назвал его исламом, то есть подчинение Аллаху, признание Аллаха в виде того, через пророка Мухаммада ﷺ. Второй хадис, который говорит то же самое: «Куллю амрин фи балин лам ябда фихи би бисмиллахи фахуа акта». Любое дело, которое вы начинаете без поминания Аллаха и не произносите «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим», не будет успешным. Не будет успеха в тех ваших делах, если вы перед началом какого-либо дела не произнесли «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим». Предупреждает Мухаммад, что каждое хорошее, доброе дело, кроме вот этих плохих дел, например, нельзя, величайший грех, проговаривать «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим» и употреблять запрещенные в виде алкоголя, в виде свинины или в виде чего-то, или в виде каких-то нехороших, плохих поступков, безнравственных поступков. Если мы говорим «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим» и совершаем какой-то безнравственный поступок, или принимаем какую-то запрещенную харам, пищу, или какие-то запрещенные виды там, алкоголя или что-то, да простит Аллах, астагфируллах, то мы будем наказаны за это, мы будем прокляты Аллахом. Речь идет о тех делах, которые нам разрешены, и Аллах доволен этими делами. И в этих делах, в этих своих действиях мы должны проговаривать «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим». Мухаммад говорит, что «Ида ваката фи вартатин факуль бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, ва ла хауля ва ла куввата илля биллахи ал-алийил азим, фа инна Аллаха та'аля ясрифу биха ма яшау мин анварил балая». Если вы попали в какую-нибудь трудную ситуацию, то произнесите «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, ва ла хауля ва ла куввата илля биллахи ал-алийил азим». И Аллах уберет от вас эти трудности и заменит их, облегчит эти ваши трудности, уберет эти трудности. «Ла хауля ва ла куввата», «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим», мы знаем, что это такое, то есть именем Всевышнего Аллаха, Он всемилостивый, всемилосердный. «Ва ла хауля ва ла куввата», нету никакой мощи и силы, чтобы исправить, чтобы помочь, кроме как Аллаха. И если с вами случилось какое-то несчастье, не дай Аллах, или какая-нибудь трудность, всегда произнесите, говорит Мухаммад ﷺ, «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, ва ла хауля ва ла куввата илля биллахи алийил азим». Еще один хадис. «Ман арада ан юнджиху Аллаху та'аля мин 19 забаниятан, фальякра бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим». Если вы хотите уберечься
от наказания в аду и не попасть к этим 19 зубани. Зубани – это те ангелы, которые будут по приказанию Аллаха наказывать грешников в аду, джаханнаме. Если вы не хотите попасть к ним в руки, то постоянно произносите бисмиллахир рахманир рахим. Потому что, как говорят величайшие ученые, что слово, фраза бисмиллахир рахманир рахим – это как меч. Им можно разрубить даже горы, говорят они. Что из любого, то есть это смысловое понятие, что из любого положения, произнеся бисмиллахир рахманир рахим, из любого трудного положения ты найдешь себе легкость, ты найдешь себе облегчение. И еще один хадис. بسم الله الرحمن ما من أحد يقصد دخول البيت إلا ويتبعه الشيطان فإن دخل البيت فقال بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيطان لا مدخل إلى في هذا البيت. То есть, если кто из вас решился зайти к себе в дом или в какое-то помещение, независимо, в мечеть или куда-нибудь, то пусть произнесет слово бисмиллахир рахманир рахим, говорит Мухаммад ﷺ. Почему? Да потому что за каждым человеком следует шайтан. И когда человек произносит бисмиллахир рахманир рахим, шайтан говорит, что нету возможности войти мне в это помещение, в этот дом, к этому человеку, или в эту мечеть, или в какое-то другое помещение, заведение, чтобы там спутать человека, чтобы вытащить из него все эти моральные, нравственные ценности и запутать его, устроить драку, устроить склоку. Почему мы, приходя домой, большинство людей, большинство мусульман начинают нервничать? Да потому что вместе с ним домой заходит шайтан. Если он заходит в спешке и не произнес бисмиллахир рахманир рахим, кроме того, как произнести бисмиллахир рахманир рахим, мы должны еще поприветствовать. Это говорится в Коране. Даже если никого нету, ты произнеси ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сами произнесите, поприветствуйте себя, говорит Аллах субхану ва тааля. Значит, заходя домой, мы должны произнести заходя бисмиллахир рахманир рахим и поприветствовать тех, кто дома. А если никого нету, все равно произносим ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. То есть мы всегда должны помнить, что Аллах субхану ва тааля, Он единственный, и только Его именем творится добро. Только Его имя помогает нам выйти, выпутаться из тех трудных ситуаций, в которые мы иногда попадаем. Только Его имя помогает сохранить спокойствие и теплоту семейного очага. И только Его имя помогает нам объединиться и уважать друг друга. Это слово, эта фраза «Бисмиллахир рахманир рахим». Да вознаградит всех нас Аллах и поведет праведным путем, путем праведников, путем пророков и введет нас в сады благодати, называемые рай. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.